Ветераны Великой Отечественной войны получат квартиры в Якутске до 9 мая. В этом году на обеспечение жильем из федерального бюджета выделили 3,5 миллиона рублей. 4 миллиона на эти цели пришли из бюджета республиканского. И на эти деньги планируют обеспечить квартирами 3 ветеранов войны. Подробности далее. Вдова ветерана Великой Отечественной войны Татьяна Бадаева готовится справить новоселье. Сейчас выбирает квартиру. Еще не определилась. Главное, говорит Татьяна Прокопьевна, чтобы в доме было тепло. Пенсионерка часто гостит у родственника в благоустроенной квартире. Журналистов встречает там же. Сама выживает в крошечной комнатушке. Печку топим дровами. Вода привозная. Туалет на улице. Ванны нет. Моемся в тазике. Дом старый, однокомнатный. Посередине печка и по кругу расположены кровати. Племянница помогла с документами. Туда-сюда бегали где-то 4 года. И вчера, наконец-то, позвонили из Минстроя. Комиссия по обеспечению жильем ветеранов утвердила список получателей социальных выплат. В этом году планируют обеспечить жильем 2 вдов и 1 ветерана Великой Отечественной войны. Каждому полагается по 2 миллиона 250 тысяч рублей. Задача максимум – жилье должны получить до 9 мая. Получатели субсидий должны лишь предоставить необходимые документы. Это решение органов местного самоуправления о том, что ветеран или вдова нуждается в улучшении жилищных условий. Документы собираются на уровне органов местного самоуправления. Все зависит от расторопности специалистов там на местах. По ветеранам у нас вся процедура очень ускорена. Социальная выплата составляет 50 тысяч рублей за квадратный метр. Можно заключить как договор купли-продажи, так и долевого участия. В прошлом году из федерального бюджета и республиканской казны выделили 20 миллионов рублей на жилье для якутских ветеранов. Ключи от квартир получили 8 человек. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск.